Здравствуйте, уважаемые гости. Мы работаем в студии пресс-центра Абхазского телевидения. Наши гости — главный инспектор Управления информационных технологий Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия Тенгиз Анкваб. Ведущий инспектор Управления информационных технологий Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия Мадина Ахба. Тема встречи — внедрение современных технологических функций, а точнее создание личного кабинета налогоплательщика, значит, на сайте Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия. Вы знаете, что это интернет-ресурс, он достаточно широко и хорошо известен в ряде стран мира. В этой связи, значит, наши гости нам подготовили, на мой взгляд, очень интересную презентацию. Подробно они нам расскажут о пользе, значит, создания личного кабинета, каким образом личный кабинет повлияет на работу, значит, налогоплательщика и государства. Надо сказать, что вообще Министерство по налогам и сборам ведет колоссальную работу по облегчению, значит, взаимодействия государства и субъектами экономики. Хотелось бы отметить, что на сайте Министерства по налогам и сборам уже реализован ряд сервисов. Данные сервисы, они все направлены на облегчение взаимодействия налогоплательщиков с налоговыми органами. И сегодня как раз-таки мы хотели бы поговорить о нашем новом сервисе, который был разработан в июне 2023 года и запущен. Это личный кабинет налогоплательщика. Личный кабинет налогоплательщика — это интернет-ресурс, и основное его преимущество заключается в том, что он позволяет налогоплательщику, дает ему возможность, не посещая территориальный налоговый орган, сдать налоговую отчетность. Помимо сдачи налоговой отчетности онлайн, в личном кабинете налогоплательщика реализован ряд других функций. Хотелось бы также отметить, что Министерством по налогам и сборам ранее в 2021 году уже был реализован подобный продукт. Это личный кабинет индивидуального предпринимателя. Данный сервис, он продолжает свою работу и на сегодняшний день, им активно пользуются. Хотелось бы отметить, что на 2023 год 30% налоговых деклараций, сданных индивидуальными предпринимателями, которые состоят на общем режиме налогообложения, это налоговые декларации были сданы посредством использования личного кабинета. Также мы подметили для себя, что эти 30% пользователей личного кабинета, они являются постоянными пользователями, то есть налогоплательщик, который единожды сдал декларацию через личный кабинет, он остается постоянным пользователем, не возвращается к предыдущей форме сдачи отчетности, то есть не сдает ее лично в инспекцию, а сдает ее онлайн, не выходя из дома. Мы считаем, что это весьма удобная функция, она безопасная и она надежная. Итак, после реализации предыдущего личного кабинета мы приняли во внимание все предпочтения, пожелания и начали проект, разработку над новым личным кабинетом налогоплательщика. Данный новый разработанный нами личный кабинет, он обладает более широким спектром услуг. Он на сегодняшний день для определенной категории налогоплательщиков, а именно для юридических лиц. В будущем у нас планируется, что данный личный кабинет налогоплательщика, он будет единой платформой для всех категорий налогоплательщиков, и для индивидуальных предпринимателей, в том числе и для физических лиц. Итак, а также юридические лица, которые будут пользоваться личным кабинетом налогоплательщика, сегодня они могут сдавать такую налоговую отчетность, как декларацию по налогу на добавленную стоимость. Хотелось бы отметить, что для того, чтобы зарегистрировать свой личный кабинет, налогоплательщику необходимо явиться в территориальную налоговую инспекцию, где ему будет выдан пароль. Данный пароль является разовым, то есть после первичного входа в свой личный кабинет и использования этого разового пароля налогоплательщик должен будет его сменить, задать свой личный пароль, который будет известен только ему и не будет известен даже налоговому органу. В случае, если налогоплательщик потеряет этот пароль, он должен будет явиться уже в центральный аппарат Министерства по налогам и сборам для восстановления данного пароля.
Также к личному кабинету прилагается инструкция по его использованию подробная. И есть форма заявления утвержденная, она размещена у нас на сайте вместе с инструкцией, поэтому налогоплательщики могут просматривать их. И более подробно по использованию личного кабинета и наглядно, и более подробно о его функционале расскажет вам мой коллега. Как уже было сказано, весь функционал в общем уже был озвучен. Более подробно мы покажем его на примере одного из налогоплательщиков. Данный налогоплательщик как бы пошел к нам навстречу и дал нам возможность получить доступ к его личному кабинету, то есть к его паролю, к его логину. И мы наглядно будем показывать это так, как это делал бы обычный налогоплательщик, любой бухгалтер или индивидуальный предприниматель, кто бы это ни был. Значит, для того, чтобы зайти в личный кабинет, после того, как вы уже получили пароль и имеете свой логин, логином будет являться ваш ИНН, вы можете зайти на сайт Министерства по налогам и сборам. Для этого можете использовать, соответственно, не принципиально, чтобы это был компьютер, вы можете использовать и телефон, любой браузер, которым вы привыкли пользоваться, будь то Google, Яндекс или другие. В поисковике вбиваете наименование нашего сайта и переходите на наш сайт. Соответственно, после того, как вы перейдете на наш сайт, вам необходимо перейти в кабинет налогоплательщика. В кабинете налогоплательщика есть ряд разделов, ряд функций, которые у нас уже были размещены ранее, ряд сервисов. Как уже было сказано, здесь же и находится и личный кабинет индивидуального предпринимателя. Новой вкладкой здесь является личный кабинет налогоплательщика. Соответственно, здесь вы уже используете тот логин и пароль, который у вас имеется. Нюанс. Сейчас мы заходим по тому паролю, который уже человек для себя поменял. Соответственно, если бы мы сейчас заходили бы по паролю, который был выдан инспекцией, налоговым органам, то нам бы пришлось вводить свой пароль новый, который мы захотим по определенным правилам. Правила и условия будут уже заданы программой, она напишет, что и как нужно вводить. Также, помимо того, что это будет на сайте написано, также вам на руки налогоплательщику будет предоставлена инструкция, в которой также все расписано пошагово. Значит, здесь я ввожу пароль, который нам известен уже. И вот открывается тот функционал, который есть на сегодняшний день. Значит, что у нас есть на сегодняшний день? Это, во-первых, общая информация по налогоплательщику, по инспекции на учете, в которой данный налогоплательщик состоит. Более интересная информация – это информация о начислениях и уплатах, ну и, соответственно, задолженностях налогоплательщика на сегодняшний день. Так называемая карточка лицевого счета налогоплательщика. По данной карточке вы можете узнать актуальную информацию о ваших долгах на данный момент. Соответственно, не только в разрезе по налогам, но и также в разрезе по объектам налогообложения, где бы они в Республике Абхазия не находились, и также по датам, в которые были осуществлены те или иные начисления. Соответственно, вы будете понимать, что вы должны и за что вы должны, и с какого момента был этот долг. Ну, запросим для примера данную карточку. И вот что у нас открывается. Информация на сегодняшний день по данному налогоплательщику. Как мы здесь видим, это знакомый термин для налогоплательщика по КПП, то есть по объектам налогообложения, мы видим разрез его налогов. Каждый налог, какая задолженность, и мы можем видеть, что произошло в текущем периоде, который мы задали в данном отчете, и также, что было до этого периода, и что за ситуация у нас, как ситуация у нас обстоит на сегодняшний день.
Далее, прежде чем перейти к основной декларации, хотелось бы отметить, что, как уже было сказано ранее, мы работаем постоянно над новшествами. Здесь уже размещено одно из новшеств, которое запущено буквально на днях в тестовом режиме. Налогоплательщикам знакома частая ситуация, когда им нужно получить справку в налоговых органах. Соответственно, приходится прийти лично в налоговый орган, ждать в очереди, пока дадут эту справку. Ну, соответственно, это все занимает время и силы. На сегодняшний день разработан и уже на этапе внедрения продукт, который позволит онлайн получить эту справку. Вы сможете зайти через свой личный кабинет в нужный раздел «Справки», выбрать нужный вид справки, будь то выписка из реестра о том, что вы состоите на налоговом учете в Республике Абхазия, или справка об отсутствии задолженности, которая скажет, что за данным налогоплательщиком нет никаких долгов и что он является добросовестным. Вы можете ее запросить, и в течение дня специалист соответствующий увидит ваш запрос и сможет вам ответить. Далее вы, получив ответ, увидите следующее. По статусу либо данная справка будет готова, и вы сможете ее скачать на свое устройство и распечатать, и предоставить куда вам нужно, или же в ней будет отказано, и будет написана причина отказа. Соответственно, возникает здесь вопрос, а чем подтверждается данный документ. Каждая из справок имеет уникальный так называемый QR-код, который можно будет просканировать абсолютно любым устройством. Этот QR-код будет направлять вас на наш сайт. Вот для примера, опять-таки, мы можем сделать это на данном устройстве. Вот, открывая справку, мы видим, вот в левом верхнем углу справки будет QR-код. Опять-таки, как я сказал, любое устройство, будь то андроиды, будь то устройство на операционной системе iOS, неважно, достаточно иметь нужную программку, которая может считывать QR-коды. Итак, теперь самая основная часть нашего личного кабинета. Это одна из деклараций, которая уже добавлена, уже работает и уже сдается рядом юридических лиц онлайн. Как известно, около месяца назад уже принята новая декларация по налогу на добавленную стоимость. Юридические лица отчитываются уже по этой новой форме. Она более актуальна в соответствии с текущим законодательством, в соответствии с текущим законом об НДС. Ну и, соответственно, появилась задача внедрения ее в личный кабинет. Форму, для того, чтобы ее сдать, необходимо выбрать месяц, за который вы хотите отчитаться, ну и получить форму. Что хотелось бы отметить по форме, именно отличие от бумажной формы именно в личном кабинете. Ее намного проще заполнять, потому что здесь такую немалую работу берет на себя машина, которая будет рассчитывать те или иные показатели. Соответственно, если мы знаем, что декларация состоит из 6 разделов плюс еще приложений, то можно уже сразу отметить, что, например, первый раздел не будет налогоплательщиком заполняться вообще. Все, эту задачу берет на себя машина. Налогоплательщику нужно будет заполнять только те показатели, которые заполнены таким сероватым цветом. Соответственно, как вы можете видеть, это уже как минимум половина декларации, можно сказать, будет рассчитана машиной. Далее. Стоит отметить, что каждая строка имеет свое значение. Мы на сегодняшний день наблюдаем некоторые сложности, что не все смотрят на детали ставок той или иной строки. То есть
Ну, опять-таки, эта декларация новая, в этом ничего такого нету. Она на первый взгляд кажется достаточно сложной, но на самом деле, когда уже речь заходит в том числе о личном кабинете, о наполовину автоматизированной процедуре, все намного сильно упрощается. Опять-таки, на примере можем заполнить несколько показателей, чтобы удостовериться в том, насколько это сравнительно просто. Я могу вбить любое число для расчета налога, и в дальнейшем от того, что я заполню всего лишь 2 строки, уже заполняется и сумма налога, заполняется первый раздел. Далее, если я заполню те или иные показатели по контрагентам, по организациям, которые являются контрагентами для данного юридического лица, то это будет происходить состыковка информации у нас в налоговой базе. То есть это будет намного проще человеку взаимодействовать с другими юридическими лицами. Он будет понимать, ну, есть такое понятие здесь, понятие вычетов. У кого с кем есть соприкосновение по этим вычетам. То есть здесь информация будет полностью открыта, не будет никакой возможности у кого-то, в том числе и вас, обмануть как налогоплательщик. После того, как вы завершите заполнение этой декларации, вам ее достаточно отправить к нам на сайт. Соответственно, переходим в начало. Мы добавили некую функцию пересчета. Опять-таки, данный функционал работает успешно, сама программа все считает, личный кабинет все рассчитывает, но есть некие устройства, компьютеры, телефоны, ну, которые прям очень устаревшие. Мы это учли, приняли во внимание и добавили функцию пересчета, в которой вы сможете нажать «Пересчитать» на всякий случай, после чего вы сможете отправить данную декларацию в налоговую. Ну, в данном случае это в тестовом режиме декларации, вот мы можем ее отправить. Все. Информация сохранена, декларация НДС принята с определенной датой, за определенным номером. Теперь, спустя определенное время, это от 15 до 30 минут, информация по данной декларации попадет к вам в карточку. Получается, что вы можете проконтролировать все абсолютно в режиме онлайн. Как было сказано, как и эту декларацию, мы планируем внедрять и все остальные декларации по всем остальным налогам. Мы работаем над тем, чтобы была возможность налогоплательщику по минимуму контактировать с налоговыми органами физически. Соответственно, налогоплательщик в результате наших работ, когда мы уже будем близиться к завершению, он будет знать, по каким именно налогам он должен, из какой именно декларации поступили эти числа, что было ему начислено в результате контрольных мероприятий, и что за справки за ним были за все время. Он будет иметь полную информацию о себе, которую о нем имеют налоговые органы. Спасибо большое, было очень интересно и очень познавательно. Вы проделали серьезную, колоссальную работу. Вот у меня вопрос такого характера. Скажите, пожалуйста, все-таки тут есть какие-то ограничения, пока что это, я насколько понимаю, для юридических лиц. А есть ли, когда вообще будет, значит, этот ресурс запущен? Когда будет возможность ими пользоваться, есть ли на сегодняшний день юридические лица, которые вот воспользовались этой услугой? Да, уже есть на сегодняшний день такие юридические лица. Опять-таки, как я сказал, ну, в принципе, новая декларация, она вот буквально ей уже самой декларации месяц, но, соответственно, мы данный продукт уже запустили параллельно с новой декларацией. И да, в тестовом режиме мы буквально организовали встречи, взаимодействие с налогоплательщиками, которые тоже пошли навстречу, которые сами хотели испытать это новшество. И
более 30 юридических лиц уже, получается, в тестовом режиме сдали декларации. Опять-таки были некие помарки, ошибки, которые вот в результате сдачи этих 30 деклараций были замечены, исправлены, и на сегодняшний день все достаточно эффективно работает. По поводу того, чтобы заработает все остальное, мы планируем, что в кратчайшие сроки мы будем разрабатывать каждый отдельный расчет отдельного налога и сразу же его внедрять. То есть мы не будем дожидаться того, когда мы внедрим все разом декларации. Соответственно, на одну декларацию при позитивных расчетах, я думаю, будет у нас брать около 1,5 месяца, 2 месяцев. И мы уже будем предоставлять доступы к ним. Но опять-таки здесь нужно учитывать, что данные декларации, вот если мы говорим об НДС, НДС это декларация почти для всех юридических лиц. А остальные декларации, некоторые из них более специфичные, в зависимости от вида деятельности, в зависимости от того, чем вы занимаетесь, будь то торговля ГСМ или с подакцизными товарами и так далее. А для индивидуальных предпринимателей на сегодняшний день существует просто уже такой расчет, который включает в себя все налоги. Поэтому индивидуальным предпринимателям мы уже сможем дать доступ тогда, когда мы закончим работу с основным массивом деклараций. Соответственно, это уже мы планируем, опять-таки при позитивных расчетах, до конца года. Спасибо большое, я вас понял. Вот, действительно, Министерство по налогам и сборам в этом смысле проделало достаточно серьезную работу. То есть очевиден процесс новации, применения современных технологий. Конечно, это очень актуально, это очень нужно, это очень полезно. Спасибо вам еще раз, уважаемые гости. Я хочу сказать нашим уважаемым налогоплательщикам: обязательно пользуйтесь этой услугой, вот этим сайтом, потому что это облегчит, несомненно, вашу работу.